ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В пятницу в городадминистрации обсуждали ситуацию с доставкой жидкого хлора для производства ЗАО «Ситек». Компания собирается производить титановый коагулянт вблизи поселка Ярига. Однако многих волнует безопасность доставки опасного вещества. Дескать, в случае ЧП, как это аукнется для населенных пунктов. Тем более, что от представителя компании звучит, что доставкой будет заниматься подрядчик, а не они сами. Ориентировочно этим подрядчиком станет Ространс. Вы должны заявить такого поставщика, который имеет допуск работы с жидким хлором, обеспечивает безопасность и так далее. Тогда он может будет отвечать за эту безопасность. Если вы заявляете просто транспортную организацию, не указав эти вопросы, вот я вам задаю вопрос, как это? Естественно, в договоре это предусматривается. Я не про договор. Вы же на основании какого-то конкурса это заявляете, наверное. Вы в техзадании указываете вопросы безопасности перевозки хлора? Директор ухтинского филиала ЗАО «Ситек» рассказал, что руководящий персонал ухтинского пункта был заменен. Заметил о том, что на заводе работают местные молодые кадры, мол, ваши дети, и мы их обучаем на хороших специалистов. Также добавил, что с июня прошлого года на предприятии израсходовали 1,5 тонны жидкого хлора. В запасе еще 12, и, дескать, этого пока должно хватить. Объемы и график поставок будут нарастать по мере развития производства. Вот задача новой команды, новых людей в том, чтобы учесть технические недоработки, провести техническую модернизацию и в августе месяце, я тоже об этом говорил в прошлый раз, осуществить повторную покупку пуска. Что касается безопасности, ни при каких обстоятельствах, я повторяю, ни при каких обстоятельствах, ни при каких сценариях авария не выйдет за забор нашего предприятия. Депутат Горсовета Юрий Куканов усомнился в такой бескомпромиссной оценке, а также одним из многих озвучил все же вопрос о доставке хлора. Железнодорожный тупик в поселке Ярига, на который возлагались надежды в связи с этим, признан аварийным. К тому же он вблизи населенного пункта. К тому же сортировочная станция для ЖД-вагонов находится близ Светлосяна. Если объемы поставок хлора будут велики, то в каких условиях и сколько эти вагоны будут стоять вблизи населенных мест? Вопросов море, тем более, что точную цифру необходимого количества жидкого хлора представители Ситека не смогли назвать. Рассмотрите, пожалуйста, со своим руководством в Москве фантастический вариант, сколько вам станет маленький мини-завод прямо там, в Доманнике, при условии, что вы будете соль покупать в том же Серегово, на месте вырабатывать жидкий хлор, чтобы снять вообще эти вопросы с доставкой из завоза. Вы их не снимете никогда. Если даже построите тупик, то вот эти 160, 200, чуть ли не 400 тонн, они все будут стоять в Светлосяне круглый год. И нет никакой гарантии, что он там не откроется. Когда толкают, со стрелки сбивают. Вы видели, как вагоны вообще ходят? Если разгерметизация уже произошла с такими, уже то есть факт есть, от него никуда не уйти. Разгерметизации были. Действительно, ориентировочно 14 сентября 2016-го вблизи поселка Шудаяк были обнаружены машины, предположительно перевозившие хлор, без специальных знаков, стоявшие не один час на дороге. В общем, если это были грузовики с хлором, то везли они его не по правилам. Потому что после того инцидента, который произошел с провозом тетрахлорида титана, 5 контейнеров, 2 прошли 14-15, а 16 сентября у нас произошло отравление школьников в школе номер 19. Связать мы не можем, но и отрицать мы не можем. В каком плане? 3 контейнера оставалось на станции. Когда они прошли, никто не знает. Газ, который школьники стал причиной, тоже до сих пор не установлен. И понимаете, мы в таких ситуациях, когда вот одно другое, и нет четкой информации, нет четкой страховки жизни людей и здоровья. Первый зам руководителя АМОГУ-Ухта Петр Артемьев высказался в том смысле, что перевозка опасных веществ регламентируется, есть правила и т.д. Дескать, поэтому и сейчас безопасность будет контролироваться. Но особого доверия у собравшихся это заявление не вызвало, потому что есть прецедент. Резюме встречи. Жидкий хлор через Шудаяк не повезут. В головной офис Ситек направлено предложение по строительству отдельной ЖД-ветки до склада завода близ Яриги. Очередной запуск производства коагулянта планируется предпринять в августе 2017 года.